Культура – это душа нации. Мы приветствуем всех зрителей телеканала «Магаз». В эфире программа «Культура», и ближайшие полчаса с большим удовольствием проведу с вами я, Элиза Барахоева. Главные темы выпуска. И я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг сквозь злые ветры тревог и неверия царства. Молодые голоса Ингушетии звучат громко и ярко. Подведены итоги второго республиканского вокально-инструментального конкурса. Это был форум, который длился 2 дня, и вот завершением был красивый концерт в Государственной филармонии Казахстана, где я приняла участие. Народная артистка Ингушетии Лема Альгиева вновь зажгла сердца жителей Казахстана. Ингушские мастера прошли обучение реставрационному искусству в Москве. «Молодые голоса Ингушетии» завершился второй республиканский вокально-инструментальный конкурс, который подарил нам новые имена, яркие эмоции и море позитива. Юные дарования со всей республики продемонстрировали свои вокальные и инструментальные навыки, покоряя сердца зрителей и жюри. Какие песни звучали на сцене, кто стал победителем, какие открытия преподнес нам этот конкурс. Об этом и многом другом в нашем следующем материале. Конкурс организован Центром театра, кино и креативных индустрий при поддержке Министерства культуры Республики и национальной телерадиокомпании «Магаз». «Молодые голоса Ингушетии» – настоящая кузница талантов, дающая возможность юным дарованиям заявить о себе и продемонстрировать свое мастерство. Торжественное открытие финального концерта ознаменовалось ярким выступлением победительницы прошлого сезона Луизы Цуровой, которая задала тон всему мероприятию. Дом, тихо-тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Конкурс проходил в 3 категориях – детской от 7 до 15 лет, взрослой от 16 до 30 лет и инструментальной. В состав компетентного жюри вошли видные деятели культуры Ингушетии. Председатель жюри – заслуженный деятель искусств Роза Икажева, заслуженный работник культуры Марина Икажева, хореограф, заслуженная артистка Ингушетии Аза Арапиева, заслуженный работник культуры региона Руслан Машхоев и заслуженная артистка Ингушетии Лейла Аздоева. Перед жюри стояла нелегкая задача – выбрать лучших из лучших. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и искреннюю любовь к музыке. Меня зовут Батрудин, мне 12 лет, я живу на Зрадне, я учусь в корейском корпусе. Беркет кулыш эзди доложи доца жигайганем. Айри мяш, сон хорлоу. Уайцхан хоч, барца хоч, сакэ худахтоу. Айри мяш, сон хорлоу. Уайцхан хоч, барца хоч, сакэ худахтоу.
словам куратора конкурса, продюсера телерадиокомпании «Магаз», заслуженного работника культуры Республики Ингушетия Илеза Гатагажева, все участники, безусловно, талантливы, и он старался поддерживать каждого из них на протяжении всего состязания. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Under heaven dreams this moment, so overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Faced it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Faced it all together. Let sky fall. Несмотря на волнение, каждый конкурсант проявил себя достойно. В итоге победителями стали. Детская категория первое место занял кадет Азраил Эссиев. Каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг сквозь злые ветры тревог и неведения царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Инструментальная категория победу одержала София Маматиева, заворожив всех вокруг игрой на фортепиано. Взрослая категория первое место досталась Раяне Гатагажевой, которая очень красиво и возвышенно исполнила композицию «Лебединая верность». Но молчанием ответила птице беда. Улететь в края далекие лебедь не мог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло,
непоправимою. Это беда, что с подругою не встретиться он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Победители были награждены дипломами и денежными призами. Примечательным моментом стало награждение юной участницы Ясмины Исаевой, которую директор Центра театра, кино и креативных индустрий Мадина Дзортова отметила специальным призом за силу воли и умение преодолевать волнение. Ясмина покорила зрительский зал своей искренностью и непосредственностью. Я хотела бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать большие города. Под крылом оставляя небоскребы, может, это и сон, но ты попробуй верить в то, что сбудется мечта. О, все возможно, я с тобой. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай как новый шанс. Это наш звездный час, небо за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла. Одной любви будет небо за нас, небо за нас. Республиканский вокально-инструментальный конкурс «Молодые голоса Ингушетии» стал отличной стартовой площадкой для юных талантов и еще раз доказал, что в Ингушетии растет достойная смена артистов. Конкурс не только открывает новые имена, но и способствует развитию музыкальной культуры региона, вдохновляя молодое поколение на творческие свершения. Как прадед Великий Кавказ заботливо смотрит на нас, вершины сверкают вдали. Мы дети ингушской земли, отчизна разгонит метель, качают века колыбель в объятиях добра и любви. Мы дети индушской земли. Народная артистка Ингушетии Лема Нальгиева вновь зажгла сердца казахстанских зрителей. Ее выступление стало ярким украшением юбилейного концерта Ассоциации ингушей и чеченцев Казахстана, посвященного 30-летию их единства и развития. В стенах Государственной академической филармонии Астаны, известной своим великолепием и престижем, Лема исполнила всеми любимые хиты и песню на казахском языке, заслужив овации и покорив сердца слушателей. По возвращению домой мы пригласили Лему к нам в студию. Мы рады приветствовать тебя. Спасибо, Элиз. Пока свежи впечатления, эмоции, поделись ими. Честно говоря, Элиз, я не знаю, с чего начать, потому что, как ты сказала, эмоций очень много. Начнем с того, что это все организовал наш земляк, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей в войнах Юсуп Келигов, под руководством также руководителя ансамбля в войнах Инфы Муратовны. Это был форум, который длился 2 дня, и завершением был красивый концерт в Государственной филармонии Казахстана, где я приняла участие. Скажи, пожалуйста, мне кажется, очень сложно перед людьми, которые владеют данным языком, да, перед народом, это большая ответственность, и очень сложно петь на казахском языке, когда ты находишься именно в Казахстане. Одно дело здесь в Ингушетии, да, исполнить на казахском, никто и не поймет, правильно, неправильно, красиво, некрасиво. А там уже и ответственность, и слушатели более такие. Ты почувствовала, понимают ли они тебя, насколько получилось, на твой взгляд? Было очень волнительно, потому что мой первый выход был именно с этой песни «Казахмай».
Но так как я ее уже исполняла там несколько раз, то в этот раз тоже было очень волнительно, но я была уже как-то более увереннее в себе, потому что я периодически, когда прилетала в Казахстан, спрашивала у зрителей, если все-таки произношение правильное, если вы поняли, о чем я пою, пожалуйста, поаплодируйте, и все там, в общем, поддерживали меня. В этот раз то же самое произошло, вроде бы все так прям похвалили, сказали, что все так чистенько, ровненько и красиво было исполнено, чему я была очень рада. Это тоже патриотическая песня. В общем, мы так попали и с моим репертуаром, то есть я не отошла никак от своего репертуара, но это была песня Не на казахском изменила языке. себе, да? Да. Была песня на казахском языке, и по произношению, мне кажется, вот из всех языков, что я пела на разных языках, и у меня в будущем тоже будут выходить песни на других языках, но для меня самый сложный язык — это казахский сейчас. Почему? Потому что там очень сложные согласные произносить. Ну, у нас тоже созвучные. Сочетания их, да, когда подряд идут. Да, очень там сложно. как каным такие слова есть, которые и тебе еще быстро нужно их произносить в песне и, в общем, вникать в смысл, а я перевожу же песни и понимаю, о чем пою. Ну, Поэтому было волнительно, конечно, но публика хорошо приняла, и я этому очень рада. Насколько мне известно, есть песни на карачаевском, есть песни на грузинском, на армянском, теперь уже на казахском. На каких еще языках планируешь? Наверное, на итальянском, испанском, я не знаю еще, куда меня занесет, но пока что вот мы как-то вот так идем. Ну и у каждых этих песен есть свой смысл, своя история. На казахском, потому что вы пригласили на концерт Казахстана, мне хотелось в знак благодарности, так как моя бабушка, моя Нинан, она очень часто мне рассказывала раньше О том, как приняли, в свое время о братстве. И я, когда была на концерте в Казахстане, там праздновали День Республики Казахстан, я там это озвучила и сказала, что сейчас мне хочется передать вам всем большой привет из Ингушетии от моей бабушки и исполнить песню на казахском языке. Так появилась эта песня. На армянском языке песня, она тоже вышла, она уже доступна к прослушиванию, но у нее тоже есть своя история. У нас есть названная бабушка, армянка, которая очень много лет проживает в Ингушетии, и мы считаем, я, моя сестренка, мы считаем ее внук, нас, родной, да, уже и ее родной для нас, и внуками ее нас считаем. Вот, поэтому она с самого детства пела эту народную армянскую песню. Я как-то ей обещала очень давно, что я ее обязательно запишу и исполню. И как раз к нам приехал на какое-то время Самвел Мхитарян, армянин также, да, скрипач. И да, все совпало, и мы решили все-таки записать эту песню. Клип будет на эту Клип композицию? будет, да. Очень здорово, на самом деле, то, что ты всегда вовремя все визуализируешь. То есть пока эта песня уже не стала хитом, она одновременно у тебя как-то идет вот процесс запуска и видео, и картинки, и мне кажется, в этом прям вот огромная привилегия, потому что иногда слушаешь композицию, и бывает жаль, что вот проходит время, а клипа все нет, ты ожидаешь как зритель. А на грузинском? На грузинском языке у нас давно очень была записана песня, она мне очень понравилась, я ее нашла в интернете. И
Тогда еще нам нужно было поехать в Грузию и выступить, но так сложилось. Ну, а песня уже была записана, все сделали, и оставалось снять клип, и нужно было ее представить на каком-то концерте в Грузии. Ну, так получилось, что его отменили, у нас не получилось туда поехать. Зато песня осталась. Зато песня осталась, да, и мне хочется все-таки тоже вот так вот по-дружески приехать в Грузию, как и в Казахстане, я исполнила на казахском языке, и в Карачаево-Черкесии. В общем, тоже хочется как-то запечатлеть и на память оставить у себя и клип, и песню на грузинском языке. Касаемо истории песни на карачаевском языке, наши зрители об этом уже слышали, но тем не менее, для тех, кто не в курсе, хотелось бы освежить. Там ты еще и звание получила. Да, я там получила звание. Так получилось, что Течоев Беслан, экс-мэр нашей столицы, он написал текст про дружбу ингушского и карачаевского народов. И он сделал в социальных сетях опрос, как вы думаете, какая исполнительница лучше споет эту песню. Вот. И там, получается, победила я. И он мне предложил, да, он мне предложил, мы так посмотрели. Я к тому моменту очень мало знала вообще о карачаевцах и в целом о Карачаево-Черкесии, потому что, ну, вроде у меня такой патриотический репертуар, я все в Ингушетию. И после этой песни вот так сложилось, что меня начали туда приглашать на концерты, и мы решили тоже так в знак уважения сделать сюрприз приятный, исполнить песню на их родном языке. Вот. И у нас в гостях тогда был брат, сидел как раз до этого концерта. Я говорю, я не знаю, какую песню можно выбрать на карачаевском языке, а у него друг был, лучший друг карачаевец, и он говорит, мы сейчас узнаем. И получается, мой брат, благодаря моему брату и его другу появилась в моем репертуаре песня «Карачай Джашла». Она про карачаевских, скажем, джигитов. Вот. И как Галгайкенти, да, прям тоже очень идеально для меня подошла. Вот. И прям в день премьеры, получается, меня уже озвучили как заслуженная артистка Карачаево-Черкесии. Это было очень неожиданно и очень приятно. Весь зал тогда встал, меня очень красиво встретили. Хорошие, теплые воспоминания. Алем, возвращаясь в Казахстан, оттуда ты тоже вернулась не с пустыми руками. Очень много почетных знаков внимания и уважения было в твою сторону. Расскажи об этом. Да, я их с собой принесла. Ты их видишь. Я получила благодарственное письмо от Ассамблеи народа Казахстана. Очень красиво мне его вручили прямо на сцене после казахской песни. Разрешите от имени Ассамблеи народа Казахстана вручить наше благодарственное письмо. Здесь наши мысли, здесь наша любовь к вам. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Также было вручено от министра культуры Аиды Балаевой тоже благодарственное письмо. Поэтому я с такими эмоциями и с такими красивыми подарками, можно сказать, вернулась в Ингушетию. Но это признание на официальном, на государственном уровне, и немаловажное признание – это то, которое идет от народа Казахстана. Да, до концерта ко мне забежали детишки из ансамбля «В войнах», и я не ожидала, что они придут с подарками, они подготовили для меня подарки. Причем хотелось бы отметить, большая часть – это все-таки казахи, да, там занимаются? Да. И мне было так приятно, и мне было очень и неловко, что я не могу получается, готовились, ждали? Да, они меня ждали, они мне подарили кто-то букетики, кто-то, даже вот эти чайные, у них в пиалках пьют чай, и они вот эти чайные национальные казахские пиалки мне подарили, кто-то там игрушки, блокнотики, национальные головные уборы. В общем, я с такими сумочками, пакетами вернулась в Ингушетию, но это еще не все, Элиза. Моя мама, она очень любит... Привезла цветы? Да. Да, сразу сказала, Я знаю, что она никогда не оставляет ни один букет, где бы это ни было. Да, это точно. И у нас, нам же проходить таможню, а у нас в руках 12 букетов, 6 у меня, 6 у нее. Такая вот ситуация произошла. Вот букеты, нам тяжело, и мы решили их положить, так обозначили, что это место наше, и отошли пообедать. И получается, уже нужно было спешить на посадку. И я говорю... Там уже кто-то стоит и торгует этими букетами? Нет, Элис, хуже. И мама говорит, я это все с собой унесу, эти букеты. И те, которые я не смогу унести, я оставлю там же, на этих стульях. Если что, захватишь с собой. Я такая, хорошо. Я спешу на посадку, спешу. А там женщина была, она всю таможню, что с нами проходила, она восхищалась нашими букетами. И я вижу, что она сидит,
Я вот так вот быстренько обхожу ее, забираю свой букет, там один букет был, забираю его, заглядываю, вот получается так, что я заглянула в ее телефон, когда захватывала, и вижу, что она делала селфи на фоне наших букетов. То есть получается в самый такой... Да, в самый момент я захватила, спускаюсь вниз, и мама говорит: ты что, этот же букет я ей подарила. И я просто забрала свой. Я все букеты привезла, честно. А уже вернуться было поздно? Нет, уже да? поздно, я уже последняя была. Я смотрю, а там нам еще вниз нужно было спускаться. Я понимаю, что пока я поднимусь, пока я перед ней... В общем, я привезла все букеты, как я обещала. Даже тот, который мама подарила. Даже который подарила, забрала. Я просто думала, каким человеком я была в ее глазах. Просто представь. Она еще Но мне кажется, она поняла, потому что, в любом случае, это частичка, мне кажется, души, частичка сердечка от поклонников. И то, что вы их привозите, это дань уважения к тем людям, которые подарили. Да, уже делать нечего было. Можно сделать обращение в социальных сетях, если она увидит, если Ну, в общем, такие тоже бывают. Ну, интересный, да, момент такой? Интересный момент. Подарила и передумала, да? Да, вот так вот. Ну, в следующий раз маме надо согласовывать, да? Да, я согласна. Да. Ну, просто я прям в зале, когда мне вручали букеты, пообещала всем, что я все букеты заберу с собой и привезу в Ингушетию. В общем, асей дош хочештер. А мама способами, Это я не в курсе была этого. Наша программа будет выложена в социальной сети. Если эта женщина нас видит, то как бы компенсация за счет букета, который ты забрала, пусть будет красота твоего творчества, которым она может наслаждаться бесконечно. Это самое лучшее, как можно было выкрутиться мне сейчас в этой ситуации. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Рем, за то, что делаешь своим творчеством действительно наш мир чуточку краше, добрее и теплее. Мы желаем тебе удачи. До новых встреч. Спасибо большое. Ингушские мастера прошли обучение реставрационному искусству в Москве. Роль реставраторов в сохранении культурного наследия народа трудно переоценить. 4 талантливые мастерицы из Ингушетии успешно завершили специализированный курс и получили возможность перенять многолетний опыт в сфере реставрации и восстановления археологических находок в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры. Эта уникальная возможность открывает новые горизонты для восстановления и защиты ценных артефактов, отражающих богатую историю ингушского народа. Наши мастерицы получили шанс пройти обучение благодаря поддержке главного хранителя Государственного музейно-выставочного центра Россизо Натальи Гагиевой. Обучение проходило под руководством признанного эксперта в области реставрации артефактов Натальи Синицыной. Она щедро поделилась своим бесценным опытом с Фатимой Барахоевой, Зенель Бековой, Дали Хакировой и Асей Саутиевой. Полученные знания имеют огромное значение для сохранения уникальных предметов, обнаруженных в склепах Горной Ингушетии. Результаты работы ингушских реставраторов будут представлены широкой публике на открытом мероприятии, дата и место проведения которого будут объявлены позже. Следующий этап – поиск кандидатов для обучения на реставраторов живописи и археологии, что особенно важно для развития культурной сферы Ингушетии. Объявлена новая премия «Артис». Это престижная международная премия, присуждаемая ежегодно талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. Номинантами на премию являются конкурсанты, солисты, ансамбли, получившие звание лауреатов первой степени на одном из очных фестивалей конкурсов с официальным, всероссийским или международным статусом. Номинации «Хореография», «Вокал», «Инструментальное творчество», «Театральное творчество», «Изобразительное искусство». Мероприятие будет проходить с 29 ноября по 2 декабря текущего года в Санкт-Петербурге. Призовой фонд свыше 2 миллионов рублей. Подробная информация на официальном сайте премии «Артис». Пробуйте свои силы, верьте в себя. На этом программа «Культура» подошла к концу. Увидимся в эфире телеканала «Магаз» ровно через неделю.